Владелец киоска по продаже шаурмы, в которой отравились 16 человек, остался безнаказанным. Случай произошел в 2019 году в одном из уфимских бистро. Его клиенты после перекуса попали в реанимацию. Сегодня состоялся суд над бизнесменом. Почему ему удалось уйти от ответственности, расскажет Наталья Стафеевская. Он сидит невозмутимо на скамье вместе с потерпевшими и внимательно слушает судью. В этот момент должна решиться судьба бизнесмена. Но Насрулоев как будто уже знает, что его ждет. Суд постановил прекратить уголовное дело в отношении Насрулоева Имамедина Садуллоевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 236, часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации на основании пункта 3, часть 1 статьи 24 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Пострадавшие в недоумении, но для Насрулоева все сложилось наилучшим образом. Обвинения сняли. На вопросы журналистов он отвечает немногосложными предложениями, а потерпевших и вовсе игнорирует. Извиняюсь, я очень, конечно, настаивалась на суд. А вы свою вину признаете в том, что да. Люди отравились именно у вас, да? Да. Я не знаю, как это назвать, по-русски скажем, повозили морды по столу. Очень красиво, да? То есть пригласили, обнадежили. И где сейчас этот человек, который нас накормил так вкусно? Не знаю, убежал уже, наверное. Стыдно? Нет, я не знаю. Даже в глаза нам не посмотрел просто. У людей дети в реанимациях лежали. Это реально страшно. Расследование по этому делу длилось почти 2 года. Следователи выяснили, что в киоске по продаже шаурмы царит антисанитария. По результатам расследования собраны доказательства причастности владельца кафе к нарушению санитарно-эпидемиологических требований, которые повлекли отравление. Несмотря на прекращение дела в суде, потерпевшие имеют право требования возмещения вреда здоровью с виновного, поскольку дело прекращено по нереабилитирующему основанию, а срока давности для подачи иска в данном случае не существует. Тот день еще из 2019 года, как страшный сон, вспоминает Гульсина Костылева. Она, как и все остальные 16 пострадавших, приобрела шаурму на остановке в микрорайоне Сипайлово. После того, как женщина пришла домой, ей стало очень плохо. На тот момент она была на 8-м месяце беременности и уже воспитывала 2-летнюю дочь. Скорую мне помогла вызвать дочь, которой на этот момент было 2,5 года. Она просто, я уже не в состоянии была. Она просто побежала к соседям, начала стучаться в двери. Они помогли. Они вызвали скорую и уже на каталке увезли меня. Но это страшно было. На реабилитации Гульсина провела год вместе с новорожденным малышом. Главное здоровье. Главное, что дети рядом, здоровы. И все хорошо. Пострадавшие не готовы мириться с решением Фемиды. Они собираются подавать апелляцию и требовать компенсацию вреда здоровью. Что касается Насрулоева, сейчас ему ничто не мешает открыть новый бизнес, возможно, даже и на том же месте, только под другой вывеской. Наталья Стафеевская, Азамат Мухамедшин, новости Уфа.